Ассаляму алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Старейшины Ленинского района посетили строящиеся объекты в Симферополе и в Бахчисарае. Сегодня приехали в Симферополь, увидели строительство соборной мечети. Мы очень рады, что увидели все это. В эти дни Крым отмечает праздник весны и земледелия Наврез. В Бахчисарае отметили день рождения Исмаила Гаспринского. 26 лет факультету крымско-татарской и восточной филологии. Во всем Таврическом университете, по крайней мере на олимпиадах, на всероссийских олимпиадах занятых первых мест, хоть наш факультет и небольшой, но больше всех первых, вторых мест. Сегодня во втором чтении депутаты Госдумы Российской Федерации приняли поправки к федеральному закону о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Поправки внесены в целях создания преференций для получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые сами либо их ближайшие родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской ССР. Об этом сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Данный вопрос находится на его личном контроле. Согласно законодательству, предстоит третье чтение. После данного решения окончательно вступит в силу. Цитата. «Сегодня остался последний шаг до финишной прямой. Уже можно дотронуться рукой до проекта, сигнализирующего торжество справедливости, чтобы реабилитированные крымчане и их родственники получили право на российское гражданство». Стоит также отметить, что поправки утверждены 409 голосами. Депутаты европейских парламентов, а также стран СНГ и Латинской Америки, которые находились в Крыму с трехдневным визитом, заявили о желании принять участие в третьем Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Он также сообщил, что в этом году участниками форума станут порядка 1500 гостей, в том числе несколько сотен представителей зарубежных стран. Напомним, что делегация депутатов Европарламента и политиков из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки находились в Крыму с официальным визитом 19-21 марта. За это время они посетили Ливадийский дворец, прогулялись по набережной Ялты, а также провели ряд встреч. Кроме этого, стало известно, что власти Крыма намерены провести ряд встреч с зарубежными диаспорами, в том числе украинской, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Украинский язык является одним из государственных в Крыму наравне с русским, крымско-татарским. Мурадов также подчеркнул, что налаживание связей будет вестись в рамках программы международного сотрудничества. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на 3 года участницы Евровидения от России Юлии Самойловой. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины, написала Гитлянская на своей странице в Facebook. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не будет менять своего представителя на конкурсе Евровидения 2017. В Государственном совете Республики Крым провели День муниципального образования городского округа Армянск. Чем славится Армянск, какие отрасли сегодня развиваются в регионе? Ответы на эти и другие вопросы знает наш корреспондент София Шукурова. Армянск, конечно, не столица. Вот так ярко и празднично молодое поколение представляет в Государственном совете Республики Крым свой город Армянск. Город с населением в 26 тысяч человек славится своим заводом «Крымский Титан», который специализируется по производству серной кислоты и минеральных удобрений. На предприятии работает более 4000 человек. Это 30% от трудоспособного населения города. Глава городского округа города Армянск, председатель Армянского городского совета Игорь Нижник отметил, что представленная выставка – это только часть жизни жителей Армянска. В этой связи для лучшего знакомства с городом он пригласил всех посетить северные ворота Крыма. Мы хотели отобразить и показать значение нашего региона в прошлой истории Крымского полуострова и всего государства нашего, а также возрождение нашего региона и его развития в настоящее время. Хочется надеяться, что вы не оставите без внимания наши старания, увидите наши достижения, оцените возможности и перспективы нашего муниципального образования. Но мы всегда рады видеть вас у нас в гостях и открыты и готовы к диалогу и сотрудничеству.
Как отметил председатель Государственного совета Владимир Константинов, такие представления есть хорошей традицией и организованы с целью подробного ознакомления депутатов и крымчан с городами республики. Посмотрев на то, чем славится город, председатель Государственного совета Владимир Константинов отметил, что Армянск – город-труженик. Очень интересный город, город-труженик, город промышленный, город-донор, который платит больше, чем потребляет денег. Один из немногих регионов, который является донором для республики, платит колоссальные средства в бюджет, там более миллиарда только прямых отчислений. Конечно, мы зависим от деятельности этого города и деятельности нескольких предприятий, которые там расположены в том регионе. Поэтому их проблемы для нас очень важны, поэтому обсуждение этих проблем и является главной целью – оказать им помощь. Ну и, конечно, узнавать друг друга, чтобы крымчане знали все-таки, чем живет регион, его историю, его традиции. Это тоже очень важно. Немаловажны и межнациональные отношения в городе, которые специалисты оценивают как дружеские. Общая обстановка межнациональных отношений в нашем городе является дружественной. Все друг к другу относятся с уважением и толерантно. Мы очень надеемся на то, что наш город будет развиваться в дальнейшем, будет приносить пользу нашему Крыму и будет способствовать развитию экономики и социокультурной политики нашего региона. После экскурсии депутаты собрались на 6-ю сессию, где подвели итоги проведения Дня города Армянска в Государственном совете Республики Крым. Кроме того, сегодня парламентарии приняли законопроект об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым. Таким образом, период времени, в который не допускается нарушать тишину и покой, с 23 до 7 часов. Это касается как выходных, так и праздничных дней. Временной промежуток соблюдения тишины с 7 часов до 10 и с 19 до 3. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Крыму назвали диверсией начало вещания украинских телеканалов на полуостров. Председатель Госкомнадзора Крыма Заур Смирнов считает, что начало вещания украинских телеканалов на территории Республики Крым расценивается как информационная диверсия. Цитата: «Украинские власти продолжают вести информационную войну против Крыма. Это информационная диверсия, в которой применены новые цифровые технологии». Конец цитаты. По его мнению, данный проект является бесполезной пропагандой, которая принесет Украине только экономические потери. Он также отметил, что жители Крыма имеют возможность свободно смотреть украинские телеканалы через спутник или интернет, однако те не пользуются спросом. Цитата: «Попытки дискредитировать российскую и крымскую власть не приносят никаких результатов на фоне реальных преобразований и развития полуострова», пояснил Смирнов. В редакцию информационной программы «Хаберлер» телеканала «Миллет» обратились за помощью наши соотечественники с просьбой осветить проблему, в которой оказался наш соотечественник. 14 марта в Симферополе на улице Караимской возник пожар. На месте выяснилось, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на 2-м этаже. Огонь быстро распространился на крышу здания. Была необходима срочная эвакуация жильцов из соседней квартиры. В итоге пострадала семья Гафаровых. Подробнее смотрите далее в сюжете. По словам хозяев дома, после того, как почувствовали запах дыма, сразу же обратились в службу спасения. К месту происшествия немедленно выехали специалисты. В результате пожара сгорела практически вся крыша в доме. Сейчас в квартире нет ни газа, ни света. Находиться там длительное время просто невозможно. По сей день уцелевшая часть дома пропитана дымом. Родственники пострадавших помогают семье в восстановлении жилья. На нашей стороне загорелась крыша, кровля, шифер. Деревянные изделия все сгорели. Внутри квартиры, когда пожарники тушили, они, как всегда, обильно поливают это все. Вот этой водой тоже очень большой ущерб принесли. Буквально все, что у них здесь внутри есть, пришло в негодность. Скажем так, 100% все, начиная от кровли, комнаты, может быть, еще какие-то можно восстановить, одну комнату невозможно восстановить, стена одна падает. Хозяин квартиры Энвер Гафаров здесь проживает с женой и отцом. Едва сдерживая слезы, рассказывает о случившемся горе. Радует лишь то, что удалось сохранить документы. Сейчас семья ждет заключения от службы МЧС, чтобы обратиться за финансовой помощью. В результате произошедшего пожара все пришло в негодность. Своими силами мы просто это не в состоянии восстановить. И просим материальную помощь. Отец у меня инвалид первой группы, без ног. Вот. Здесь он находиться, естественно, не может. И поэтому проживает пока у родственников.
А на сегодняшний день хозяин дома с супругой ютятся в одной комнате, которая единственная уцелела после пожара. Самостоятельно восстановить дом семья не в состоянии. Сегодня они нуждаются в помощи. Семья Гафаровых надеется, что жители Крыма не останутся равнодушными и не оставят их в беде. Фатиме Сейтмамут, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Старейшины Ленинского района посетили строящиеся объекты Симферополя и Бахчисарая. В частности, делегация ознакомилась с ходом строительства соборной мечети, будущего мемориального комплекса на станции Сюрень. Кроме того, посетили мечеть Сейт-Ситар, новую крымско-татарскую школу в микрорайоне Фонтаны и телеканал Милет и радиостанцию Ватан-Седасы. Первым объектом посещения стало место строительства соборной мечети. Старейшинам рассказали, на каком этапе строительства и когда будут полностью завершены работы. Здесь делегация прочитала молитву. Слава Аллаху, строительство идет полным ходом. Мы здесь и молитвы прочитали. Пусть Аллах поможет нам. Иншаллах, мы будем здесь совершать намаз и читать молитвы. Мы очень рады. Далее старейшины посетили новую крымско-татарскую школу в микрорайоне Фонтаны. После они встретились с муфтием Крыма Хаджи Мирали Аблаевым. Духовный лидер мусульман Крыма рассказал о деятельности муфтията и призвал всех быть едиными. Все, что мы имеем для нас, для наших детей и внуков, это путь мира и единства. Единственный путь и для будущего. Гости из Ленинского района также посетили культовые объекты в Бахчисарае. Побывали на интересной и увлекательной экскурсии в Ханском дворце и на месте строительства мемориального комплекса Сюрень. Нам сказали, что строительство должно закончиться через год. Я очень надеюсь, что он откроется 18 мая. Иншаллах, если будем живы, здоровы, тоже приедем на открытие. Сегодня приехали в Симферополь, увидели строительство соборной мечети. Мы очень рады, что увидели все это. Кроме этого, мы посетили школу на Фонтанах. Также делегация посетила крымско-татарскую общественную телерадиокомпанию «Миллет» и радиостанцию «Ватан-Седасы», где генеральный директор Сейран Мамбетов для гостей провел экскурсию по телеканалу. Заместитель главы администрации Ленинского района Рустем Решетов поблагодарил всех за плодотворный и полезный день. Сегодня мы воочию убедились, люди смогли ознакомиться с объектами, которые включены в программу. Очень плодотворная такая встреча, хорошая. Такая экскурсия состоялась по приглашению Духовного управления мусульман Крыма и Госкомнадзора. Ознакомительные поездки для старейшин Крыма уже становятся доброй традицией. Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Какие проблемы в сфере образования волнуют представителей мусульманских общин? Должны ли россияне учиться за рубежом или достаточно поступить в отечественные исламские вузы? Эти и другие вопросы обсудили сегодня в ходе видеомоста Москва-Казань-Симферополь на тему «Духовное образование как метод профилактики экстремизма и терроризма». Также затронули тему открытия Болгарской исламской академии в Татарстане. Я надеюсь, что Болгарская академия будет функционировать как федеральный проект. Это означает, что в этой академии будут учиться студенты всех регионов Российской Федерации, в том числе Северного Кавказа. Заместитель муфтия мусульман Крыма Исудуллах Баиров отметил важность проделанной работы мусульман России за 26 лет. Говорит, это большой рывок в восстановлении традиционных традиций ислама. Задумка с Болгарской академией, она не просто пришла в голову, что нам все-таки нужно поствысшее образование. Это была потребность, которая действительно выпускники вузов, закончившие в России исламские вузы, нуждаются в повышении квалификации, в магистерских, в аспирантских программах. Даст возможность нашим же студентам, которые здесь в условиях российской реальности получили исламское образование шариатское, продолжить его же, опять же, не уходя из России. В эти дни Крым отмечает праздник весны и земледелия Наврез, а также 166-й день рождения выдающегося крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Концерт для жителей и гостей подготовили и работники районного дома культуры города Бахчисарая. Еще до начала праздника самые красивые и обаятельные участники праздничного представления рассказали нам о своих выступлениях. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня будешь исполнять? Желание. Я очень люблю выступать и буду сегодня танцевать. У нас на душе радость, мы радуемся, что мы выступаем. Нам очень нравится этот танец. Я представляю танцы крымско-татарской культуры. Мне очень нравится, потому что я, во-первых, очень люблю свой народ и интересуюсь его культурой.
Каждый из них с гордостью показывает свою культуру через народные танцы. Когда мы танцуем, у нас в сердце всегда радость, потому что это наш народный крымско-татарский танец. Я хочу, чтобы крымские татары были узнаваемы по всему мире. И своим танцем я хочу передать всю красоту. Я пришла сегодня на концерт поддержать свою дочку, группу «Эльхам», нашего руководителя Алии Серверовны. Они танцуют танец «Явлух». Я очень за них переживаю, но я знаю, что они танцуют хорошо. Я желаю им удачного выступления. В программе концерта история о творческом пути просветителя, литератора и публициста Исмаила Гаспринского. А вот места его посещения напомнили через исполнение мелодичных песен. А также музыкальных композиций. Творческие коллективы Бахчисарая создавали праздничную атмосферу. В районном доме культуры 5 крымско-татарских ансамблей. Вот мы, 5 коллективов, собрались и сделали концертную программу. Песни и танцы порадовали всех присутствующих. Я очень люблю нашу культуру и всегда прихожу на все концерты. Очень интересно здесь и красиво очень поют. После таких концертов зрители уносят в свои семьи позитив и радость. Диляра Шевкетова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». В Бахчисарае отметили день рождения поистине великого человека, просветителя, политического деятеля, известного издателя Исмаила Гаспринского. Каждый год в Доме-музея Исмаила Гаспринского проводят литературные чтения, презентацию о жизни и деятельности великого мыслителя. Этот год не стал исключением. На мероприятии побывала и наш корреспондент Султания Миджит. У могилы просветителя на территории исторического комплекса «Салачих» собрались общественные и культурные деятели. Мероприятие в честь памяти крымско-татарского политического деятеля и известного издателя Исмаила Гаспринского началось с молебна. После прочтения молитвы состоялось возложение цветов. Заведующая мемориальным домом-музеем имени Исмаила Гаспринского Эльмира Абибулаева отметила важность таких мероприятий и подчеркнула, они объединяют людей. И сегодня его идеи, его воззрения, его философские мысли, они актуальны. Если мы собираемся каждый год у его могилы и чтим его память, я считаю, что нету ничего такого, скажем, ценного, и нет ничего такого, вот все-таки он собирает вновь и вновь. Вот. Люди не только на территории России, но и за границей вот, отмечают эту дату. День рождения великого просветителя. Я, наверное, горда, что это все-таки крымский татарин. А после все направились в мемориальный дом-музей имени Исмаила Гаспринского. Во дворе музея восстановили сад, который существовал еще при Исмаиле Гаспринском. Тут посажено более 30 плодовых деревьев. Также во дворе организовали книжную выставку, посвященную крымско-татарскому просветителю. Здесь представлены старые журналы. Есть папка-досье, которую мы собирали из старых газет вырезки, ксерокопии, портреты, фотографии. Есть турецкие издания, есть издания ташкентских издательств. То есть, в общем-то, такой круг изданий разнообразный. Здесь мы смогли представить только часть того, что хранится в библиотеках. И здесь более 30 экспонатов, так скажем, представлено. Но, естественно, фонды библиотек содержат их гораздо больше. Это мемориальный дом-музей имени Исмаила Гаспринского. Именно здесь представлено большинство его работ. В музее много экспонатов как личных вещей Гаспринского, так и книжной, печатной продукции. Вообще печатная продукция газеты «Переводчик Тержеман» является ядром мемориального музея, его книжного фонда. Также у нас присутствует эта коллекция периодических изданий, которые выписывал Исмаил Гаспринский из различных уголков мира. Одним из самых интересных экспонатов на сегодняшний день можно назвать, конечно же, самое точное, безошибочное издание в мусульманском мире – это Коран. Коран, изданный в типографии Исмаила Бея. В музее гостям продемонстрировали презентацию, посвященную жизни и деятельности крымско-татарского политического деятеля. Сейчас мы находимся возле памятника Исмаилу Гаспринскому. Именно здесь в прошлом году в честь его юбилейного дня рождения высадили 165 тюльпанов. Султания Миджит, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет».
Факультет крымско-татарской и восточной филологии Крымского федерального университета отмечает 26-летие. С утра на факультете провели научную конференцию с участием ученых из разных регионов России. А после мероприятия продолжилось в актовом зале главного корпуса Крымского федерального университета. Все подробности далее в сюжете. Впервые факультет крымско-татарской и восточной филологии проводит научную конференцию с участием тюркологов из других регионов России. 29 ученых зачитали свои научные работы, где они рассказывали о проблемах тюркологии, об истории и современном состоянии тюркских языков. На сегодня заявили участие регионы России. Сегодня мы несколько сузили эту проблему и определили ее как тюркология всего лишь. Это нам поможет, значит, в научном плане связаться с регионами России и, значит, поделиться опытом и что-то перенять, и в то же время оценить сегодняшнее наше научное состояние. А после конференции для студентов факультета и преподавателей в актовом зале КФУ была подготовлена концертная программа. В этом году студенты постарались как никогда. Украсили шарами зал, пригласили музыкантов и творческие коллективы. День факультета отмечается именно 22 марта, поскольку в эти дни тюркским миром отмечается праздник Наврез, символизирующий начало года. Символично, что День факультета также совпадает с днем рождения декана факультета профессора Айдера Меметова. Его в торжественной обстановке сегодня поздравили студенты. Айдер Меметович, мы желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Благодаря вам наш факультет всегда занимает высокую позицию и является одним из ведущих в университете. Я хотел бы выразить благодарность нашим студентам, которые во всем, всегда, во всех мероприятиях первые. Об этом вкратце уже говорилось, об этом можно говорить целый час. И действительно, вы посмотрите, в учебе они первые, во всем Таврическом университете, ну, по крайней мере, на олимпиадах, на всероссийских олимпиадах занятых первых мест, хоть наш факультет и небольшой, но больше всех первых, вторых мест. Это раз. Второе. Вы посмотрите художественную самодеятельность. Я еще раз говорю, наш факультет небольшой, но в Таврической академии он занимает первое место. За это я вам приношу глубокую признательность. Большое вам спасибо. На торжество пришли и выпускники факультета. Ведь Ислам Кишвеев сейчас работает на радио «Ватан Седасы». В своем тесном графике он нашел время, чтобы прийти и вместе со своими однокурсниками и нынешними студентами отметить 26-летие факультета крымско-татарской и восточной филологии. Я тоже являюсь выпускником этого факультета и раньше активно принимал участие в днях факультета. Это самый главный праздник на факультете крымско-татарской и восточной филологии, и студенты всегда уделяли особое внимание к подготовке этого праздника. Напомним, в 1990 году на филологическом факультете создается кафедра крымско-татарского языка и литературы. С 1994 по 2001 факультет изменялся. Появлялись кафедры турецкой, арабской и персидской филологии. Только в 2002 году на базе филологического факультета Таврического национального университета имени Вернадского был создан факультет крымско-татарской и восточной филологии, деканом которого является доктор филологических наук профессор Айдер Меметов. Нариман Тарсинова, Аким Бекиров, Алишер Алимов, телеканал Милет. В селе Мирное на мемориале концлагеря «Красный» прошел открытый урок памяти, посвященный 74-й годовщине трагических событий в селе Хатынь. Ни на одной географической карте не найти этой белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. Ежегодно крымские белорусы приходят сюда, чтобы почтить память погибших в той страшной трагедии. Мероприятие реализовывалось в рамках работы Ассамблеи славянских народов Республики Крым. На открытый урок пришли студенты Крымского федерального университета. На мероприятие пришла и свидетельница тех страшных событий. 12 лет мне было, я была в этом концлагере. Почему я сюда попала? Потому что мы жили в Белогорском районе, это под лесом мы жили. И папа мой бежал из плена. Раз бежал из плена, значит, надо было ему уйти в лес. Потому что он защищал родину и до конца был. Все мы ушли в лес, потому что нельзя же было оставаться здесь. Нас бы тоже сожгли. На мемориале прошел памятный концерт.
Организаторами мероприятия выступили белорусская община «Крым». Государственный комитет по делам межнациональных отношений депортированных граждан поддержал их. На сегодняшний день самое главное – сохранить память о Великой Отечественной войне. И в том числе о этих событиях, о Хатыни. Государственный комитет поддерживает такие мероприятия, которые способствуют сохранению истории и развитию в молодежи патриотизма к своему народу. Мартовский день 1943 года стал последним для 149 жителей Хатыни. Впрочем, такая же участь в годы войны постигла и другие села в Крыму. Эта память, она важна и для молодежи, для студентов, для всех крымчан. А завтра мы будем вспоминать уже крымскую трагедию в крымской Хатыни, в селе Лаки, которое греческое село, которое было тоже сожжено дотла. И тоже в отместку за помощь партизанам, в отместку за тем, кто боролся за освобождение нашей Родины. В Беларуси есть мемориальный комплекс «Хатынь». Он был открыт еще в 1969 году. Комплекс включен в государственный список историко-культурного наследия Белоруссии. Гульнара Каримова, Алишер Алимов, телеканал «Милет». Яша Ватан, Яша Милет. В Крымско-Татарском музыкальном драматическом театре состоялась премьера новой концертной программы, посвященной празднику весны Наврез. На сцене выступили любимые артисты Крымско-Татарского театра. На премьере побывал и наш корреспондент Мухаммед Закиряев. С наступлением весны каждый желает окунуться в атмосферу тепла и любви. Такое настроение царило в зале театра. Для зрителей выступили любимые артисты, а также симфонический музыкальный оркестр. Такие программы радуют сердце и наполняют душу любовью к родине. Мы понимаем, насколько прекрасен наш Крым, наша родная земля. Очень приятно находиться в такой атмосфере, теплой и дружеской. Весенний концерт не оставил равнодушным ни одного зрителя. На протяжении всего концерта артисты радовали неповторимыми музыкальными и танцевальными композициями. Артистка Крымско-Татарского театра имени Джевдетова подарила множество прекрасных песен, в том числе и «Ватаным Харам» о родине, о любимом Крыме. Я думаю, что каждому зрителю понравилась наша концертная программа. Мы очень старались. Сегодня исполнили самые разные песни. Хотим поднять дух нашего народа. Праздник весны надолго оставит в сердцах посетителей театра приятные впечатления. Зрители признаются, такие программы заряжают позитивом и бодростью на долгое время. Всегда, когда смотрю наше представление, пусть либо это спектакль, пусть либо это концертная программа, всегда радует, что наш народ настолько активный, настолько умеет показать и концертную программу, и спектакли. Это вообще, понимаете, душа раскрывается от радости, от того, что мы так умеем работать. Очень хороший концерт. Мы гордимся своими артистами. Очень рады, что проводятся такие замечательные концерты. Каждый год Крымско-Татарский театр радует своих посетителей новыми и безумно яркими концертными программами. Мухаммед Закиряев, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». 23 марта состоится юридическая консультация юристов Госкомнадзора для жителей Джанкоя. Начало 12:00 по адресу улицы Карла Маркса, 15. Телефон для справок 332 71. А это были все новости на сегодня. Если вы пропустили новости, вы можете посмотреть наши выпуски на официальном сайте trkmilet.ru либо на нашей странице в Facebook. До новых встреч в эфире.